Иногда некоторым из нас приходится слышать о такой национальности, как аварцы. Но что это за нация? Это коренное население Кавказа, проживающее в Восточной Грузии, в Дагестане и Чечне, а также в Азербайджане и Турции. На сегодняшний день данная народность разрослась настолько, что составляет население более миллиона человек во всем мире. Аварцем по национальности является также один из самых известных людей на планете, чемпион мира по смешанным единоборствам, Хабиб Нурмагомедов. Происхождение аварцев до сих пор остается весьма до конца неизученным. Согласно грузинской летописи, их род проистекает от Хазониха, еще с начала нашей эры, который являлся потомком прародителя аварских племен, по имени Леокаан. От Хазониха происходят также современные лакцы, даргинцы и рутульцы. По его имени в прошлом было названо аварское нуцальство, Хунзах. Бытует мнение, что на деле аварцы произошли от каспиев, легов и гелов, которые упоминаются в греческих источниках еще задолго до нашей эры. Сейчас ведутся исследования с целью найти связь между аварцами и аварами, основавшими аварский каганат, в центральной части Европы в VI веке нашей эры. Исследователи отмечают, что благодаря генетическим анализам, по материнской линии можно сказать, что данная национальность, аварец, ближе всего к славянам. Земля, занимаемая аварцами в период с V по VI век до нашей эры, получила название Сарир. Это царство простиралось на севере и граничило с поселениями аланов и хазар. Несмотря на все обстоятельства, играющие в пользу Сарира, крупным политическим государством он стал лишь в X веке нашей эры. Хоть это и был период раннего Средневековья, общество и культура страны были на весьма высоком уровне, здесь процветали различные ремесла и скотоводство. Столицей Сарира стал город Хумрадж. Это древнее название Хунзаха, особенно отличившегося успешным правлением царя звали Аваром. Он правил в VI веке нашей эры. История аварцев упоминает его как крайне отважного владыку, а некоторые ученые даже полагают, что название народа произошло от его имени. Спустя 2 века на месте Сарира возникло аварское нуцальство, одно из самых сильных поселений, а среди прочих его земель выделились относительно самостоятельные вольные сообщества. Представители последних отличались свирепостью и крепким боевым духом. Это такие аварские вольные общества, как Андалал, Куяда, Гидатль, Анцух и так далее. Период существования нуцальства был неспокойным временем. Постоянно гремели войны, последствиями которых были разруха и стагнация. Однако в беде народ Аваристана объединялся, и его сплоченность лишь крепла. Примером тому было Андаляльское сражение, не прекращавшееся ни днем, ни ночью. Впрочем, горцы добивались успеха благодаря знанию местности и различным хитростям. Этот народ был столь сплоченным, что в военных действиях участвовали даже женщины, гонимые желанием сохранить свой дом. Таким образом, можно сказать, что данная национальность, аварец, действительно получила верное название, вполне заслуженное воинственностью жителей нуцальства. В XVIII веке многие ханства Кавказа и Дагестана вошли в состав России. Те же, что не желали жить под гнетом царской власти, такие как аварские вольные общества, организовали восстание, переросшее в Кавказскую войну, длившуюся целых 30 лет. Несмотря на все разногласия, во второй половине следующего века, аварское нуцальство, да и весь Дагестан стал частью России. Собственный язык и письменность аварцы развили еще во времена Кавказской Албании. Поскольку данное племя считалось сильнейшим в горах, его наречие быстро распространилось по прилежащим землям, став доминирующим. На сегодняшний день язык является родным для более чем 1 миллиона человек. Диалекты аварского сильно отличаются и делятся на северную и южную группы, поэтому носители языка, изъясняющиеся на разных наречиях, едва ли поймут друг друга. Впрочем, говор северян более близок к литературной норме, и ухватить суть разговора проще. Культура этого народа довольно специфична. Например, при общении между людьми должна соблюдаться дистанция. Мужчинам запрещено подходить к женщинам ближе, чем на 2 метра, в то время как последние должны соблюдать расстояние вдвое меньше. То же правило касается беседы молодежи со стариками. Аварцам с детства прививают уважение к старшим не только по возрасту, но и по социальному статусу. Тот, кто главнее, всегда идет справа, а муж впереди своей жены. Обычаи аварского гостеприимства бьют все рекорды доброжелательности. По традициям, визитер возвышается над хозяином вне зависимости от его ранга и возраста и может прийти в любое время суток, не оповещая его об этом заранее. Владелец дома берет на себя всю ответственность за здоровье и безопасность прибывших. Но и гость обязан соблюсти некоторые правила этикета, запрещающие совершать ряд действий, не принятых в местном обществе.
В семейных отношениях власть главы дома не бывала деспотичной, женщине принадлежала ведущая роль в решении множества вопросов, но при этом существовала некоторая вынужденная отчужденность между мужем и женой. Например, по правилам, те не должны спать в кровати вместе или жить в одной комнате, если в доме несколько помещений. Также существовал запрет на общение между девушками и юношами, поэтому аварец посещал дом избранницы, чтобы оставить в нем некую вещь, расценивающуюся как предложение руки и сердца. Таким образом, можно сказать, что аварцы – крайне интересная народность с богатой вековой историей и захватывающими обычаями, далеко не полностью описанными в данной статье. Это очень открытые люди, не ведающие иронии, но любящие фарс. Они крайне эмоциональны, поэтому в личном общении не стоит выводить аварца из себя, задевая его чувство патриотизма или намекая на физическую слабость.